Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем заседание нашего консервативно-аналитического клуба. У всех на слуху события, которые развиваются в Персидском заливе, война с Ираном. И вот хотелось бы услышать позицию Игоря Львовича Ягуди по этому вопросу и какие здесь есть нюансы на этот счет. Ну, значит, позиция, в общем-то, моя, как всех здравомыслящих людей в мире, я думаю, и немало моих единоверцев, которые, соответственно, не будут светиться на форумах тех или иных, значит, сионистских, антисионистских тоже, потому что все как бы имеют семью родных и т.д., да. Значит, понятно, что, я думаю, все здравомыслящие люди в мире, даже независимо от своей позиции в тех или иных вопросах, конечно, держали кулаки Ирану, и я думаю, что где-то в духовных сферах этот факт помог Ирану, казалось бы, безнадежном противостоянии выстоять. Ну, по материальности, наверное, где-то Китай все же положил свою лапу и сказал: хватит борзеть. Вот. В общем-то, присоединение Израиля к американской имперо-фашистской агрессии против Ирана, оно выглядит на первый взгляд безумием. На здравомыслящий взгляд оно выглядит реально безумием. Ну, как вы знаете, я так термины глобофашизм больше к демократической партии США употребляю, а к конторе Трампа имперофашизм. Ну, они там более традиционные, да. Они там не поддерживают мурлорство и т.д. Хотя в обеих партиях немало таких не товарищей руководства. Одним словом, значит, присоединение было довольно безумное. Прежде всего, роль Израиля была совершенно не такая, как освещено в медиа в мире. Вот. Понятно, что все, кто имеют юдофобские настроения, возбухали, вплоть до построений, что израильцев втянул в США, то, чтобы нападать на Иран. Но сама идея нападать на Иран, она безумна. Мы знаем, что история с ядерным проектом, значит, да, на протяжении 30 лет, вот несменяемый Биби-Ягу, 30 лет, и все разобрано по дням, по часам. Он 30 лет назад говорил, через 2 месяца Ирану будет ядерное оружие. И потом, ну, как бы всю дорогу, непрерывно, вот ядерное оружие. То есть ядро — это фишка для нагнетания обстановки. Надо сказать, что в Израиле было очень много здравомыслящих голосов против агрессии против Ирана. Как правило, это были люди из противостоящего, как раз таки Нетаньяху, политического лагеря, так называемых левых. Но левые там так называемые, потому что их интересуют не права трудящихся, а вот это насаждение, значит, как говорят, адженды прогресса, то есть повальные извращения, значит, и всякое такое, внедрение в общество и т.д. Называются левыми. И вот по мере того, как эти идеи, они, собственно, овладели противостоящим Нетаньяху лагерем, после того, как исчезла фактически с политической арены как сила партия труда, которую, собственно, была большой силой последняя, значит, был Ицхак Рабин, убийство которого организовали спецслужбы. Посвятим этому как-нибудь отдельный рассказ, я думаю, это стоит рассказать по-русски. Она сошла со сцены. И вот на этот раз все буквально со стервенением поддержали американскую агрессию, послали туда израильский ВВС. Всего 20% в деятельности ВВС составляли израильский ВВС. Не говоря уже о деятельности там ракет, дронов и т.д., которых Израиля вообще нет. Это все было чисто американская работа. То есть буквально как шавка, которая увязалась за крокодилом, значит, на эту крокодилью работу. Мне представляется вот такой интересный социологический аспект, который никто не расскажет. Почему? Потому что верующие иудеи, они, собственно, не имеют своего открытого медиапространства, и во внешнем, как я сказал, не будут особо светиться. Но я, находясь
слава Богу, в свободной Беларуси, не будучи связан какими бы то ни было обязательствами ни перед кем. Могу эти вещи рассказать. Значит, в израильском обществе существует крайне, со стороны секуляристов, крайне дикая вражда, ненависть к иудеям, собственно, да, к религиозным, значит, практикующим исполнение законов иудаизма евреям, собственно, иудеям, да, то, что называется по-древнееврейски Егудим, так, самоназвание, собственно, евреев. По-древнееврейски это Егудим. Русское слово еврей, оно на все стороны там. Страшная ненависть. Скажем, есть там такая партия, которая возглавляет выходец из Молдавии Либерман, которая в своих предвыборных пропагандистских роликах буквально повторяются контенты нацистской пропаганды 30-х годов. То есть один к одному работают серьезные люди, которые буквально поднимают контенты, поднимают, значит, вот эти ассоциативные связи, как оно все делает. Символом иудеев для секуляристов стало слово Иран. С тех пор, как произошла революция Хумейни в Иране, и с тех пор, как там был дан разворот от западных антиценностей, собственно, к тому, чтобы ислам занимал подобающему жизнь обществу, значит, мусульманской нации, а не подмена это, значит, там, всяким там доисламскими феймерами, значит, фантомами всякими, как это при шахе имело место уже последние десятилетия. Вот. Надо сказать, что ислам относится очень негативно к периоду джагилии, то есть к периоду идолопоклонства, к периоду, значит, до авраамических ценностей и законов. Этим, естественно, в корне отличается от западного мира, от западноевропейского. Православие также крайне негативно относится, как мы знаем, да, к православному идолопоклонству. А в Западной Европе, напротив, античный мир, полный вперед, в своей джагилии они гордятся. И вот произошла революция Хумейни, она, собственно, означала поворот к ценностям ислама, к предвечным ценностям иранского народа последних много-много веков. С этого момента в Израиле ненавидящие иудаизм и иудеев секуляристы стали употреблять слово Иран направо и налево. То есть, собственно говоря, там выросло, можно сказать, два поколения, для которых слово Иран — это символ того, что они сущностно, горячо и всей душой ненавидят религиозного иудейства. И, собственно, понятно, что ни один университет не проведет такое исследование. Я не сомневаюсь, однако, как человек, живший там вот 30 лет из этих последних, сколько прошло, да, ну вот, со времен революции Хумейни, первых 30 лет со времен революции Хумейни. Я этот процесс наблюдал. И просто хор массы здравомыслящих голосов, которые идея развязывания агрессивной войны против Ирана, она носилась у американских имперофашистов, у протестантских фундаменталистов в Америке и у правых сионистов в Израиле, а с нею носились вот с тех пор, как к власти пришел, после убийства Рабина, пришел вот этот самый, значит, Биби. И был мощный хор голосов здравомыслящих, каких угодно. И аналитики, и отставные военные, там, крупнейших рангов. Кто говорит, что это чистое безумие для Израиля. И вообще это, во-первых, сама угроза применения ядерного оружия, это бессмыслица. Ни одна мусульманская страна не будет применять ядерное оружие по территории, где живут вплотную друг к другу иудеи и мусульмане. Ни одного нет клочка, где бы не жили вместе иудеи и мусульмане. Там, так. Есть места, где живут только мусульмане на западном мире. Так. Боевики, отморозки, там типа Хамаса, да, они режут всех подряд, просто им задача резать людей. И они, соответственно, режут и иудеев, и мусульман.
Но ни одно государство не применит ядерное оружие. Это было ясно здравомыслящим людям в Израиле, хорошо помню, 20 лет назад, еще даже 25 лет назад, 30 лет назад. Большинству это было ясно. Значит, куда-то все эти люди пропали. И со стервенением все, левые, правые, страшным восторгом поддержали вот эту агрессию. Осуществляют ее непосредственно это летчики. Тут тоже интересен такой момент. Значит, если, скажем, религиозные люди составляют, ну, естественно, религиозно-сионистского направления, те, кто более ортодоксальные иудеи, не пнутся служить в армии, по крайней мере, никакие командные должности там точно не будут занимать. Но национально-религиозные, так называемые, составляют большую долю в войске. Среди рядовых боевых частей практически половину. Среди командиров чем выше, тем меньше, потому что не хотят пускать религиозных по-любому. Но их абсолютно нету среди ВВС, среди командования ВВС. Это милье, которое сохраняется полностью от отцов-основателей, там только воинствующие секуляристы. И, собственно, эти люди бросились со стервенением безумия, безусловно, по внутренним, как говорят, фрейдистским мотивам. Вот он самый Иран. Грубо говоря, если летчики израильских ВВС не могут пойти бомбить Бней-Брак, мечты о чем, собственно, в израильских соцсетях от лица секуляристов можно слышать непрерывно, что бомбить надо Бней-Брак. Ну, там, где большое компактное символ, город Симок, скопление, значит, компактное население иудеев, да, значит, ортодоксальных, так? Вот Бней-Брак они не могут бомбить. Ну так мы хоть будем бомбить Иран. Собственно, это поколение выросшее на том, что Иран это символ зла. И именно в плане духовного противостояния. То есть вот они против всяческой религии, против всяческих авраамистских ценностей, против женской скромности, против института семьи. Они за половые извращения. И всему этому противостоят иудеи, которые живут на Святой Земле, называемые ортодоксальные, на жаргоне, значит, фашистском секуляристов ультраортодоксы, значит, ультра, не как-то ультра. Ультратеррористов называли там, да, протестантский ультра, ирландский ультра, там, чего ультра? Люди живут своим религиозным образом жизни, да. А наши воцерковленные белорусы, они кто, ультраправославные или как? Вот. Значит, они не могут их бомбить, но они будут бомбить Иран, потому что эти для них Иран, и там Иран. И вот история иногда подает развитие событий такие вещи, которые, ну вот сядь писать какой-нибудь полудокументальный, полухудожественный роман, ставишь туда такой пассаж, скажут, ну это недопустимо кич, это не идет. Это не идет. Мы тебя понимаем, но это не идет. Это кич. Но это был не кич. Последний день иудейского праздника Песах. Кстати, в Иране иудеи пользуются полной свободой совести, абсолютно равноправные граждане. Один из генералов иранских вооруженных сил это иудей. Да, это иудей иудейского вероисповедания человек. Просто так вот он продвинулся. Избрал такую карьеру. Последний день праздника Песах, а точнее в 7-й день праздника Песах, вне Святой Земли празднуют в 8. Израильские ВВС разбомбили одну из старейших синагог Тирана. Разбомбили полностью в руиной. Древние свитки Торы погреблены под развалинами. После этого в Меджлисе выставляла иудейская община, имеет своего представителя. Выступал представитель иудейской общины и сказал, вот, значит, мы осуждали, значит, сионизм и сионистскую агрессию. И всюду говорят, что вот, значит, типа это нас заставляют говорить. Ну вот, они разбомбили сейчас нам одну из старейших синагог, да, вот, ну как, это тоже меня заставляет говорить, что они это сделали. Вот это такой момент, интересно, я хотел осветить. Еще очень много можно сказать, конечно, и об этом противостоянии, которое было, может быть, вернемся к этой теме, да, насколько совершенно беспредметным были юдофобские конспирологические теории о том, что это значит когда. И где действительно имели место фундаменталистские устремления страны американских протестантских фундаменталистов. Но мы об этом говорили немного до всех событий в нашей серии «Три плацдарма в мусульманском мире». Мы к этой теме еще вернемся.
Конечно, получается, что нефть это цель для американцев, а для иудеев А что такое для маленького Израиля? Зачем нужна раз? Конечно, они покупают в Египте сколько надо нефти и все. И газ нашли даже на шельфе, который Израиль прихватизировал там, потому что в Ливане непонятно, кто правит. И Израилю не нужна это не нефть, нет. Нефть нужна американцам, но в своем дранг за нефтью у них сильнейшие звучали фундаменталистские мотивы. А в этом безумном присоединении к американской агрессии был сильнейший как раз таки никакой не религиозный компонент, его тут вообще нету и не может быть по определению со стороны израильского государства. Но был сильнейший компонент внутренний психологический, что для двух поколений израильских воинствующих секуляристов, которые находятся у власти, правят секуляристы, и правые, и левые. Там, левые правят в юридической системе, которая гнобит правых. Правые секуляристы правят в лице, значит, Биби-Ягу и все этого кодла, значит, главарей Ликуда, один из лидеров которого является извращенцем, который, значит, со своим, так сказать, супругом купили из пробирки 2 детей в Канаде, значит, вот и они всюду это. Вот. И для них Иран это символ зла. Хорошо, а вот то, что говорят, война, типа, прекратила преследование Нетаньяху, уголовное дело. Но это уже внутренние там кухни, это тоже то, что жует медийное пространство, это все не совсем точно. Но понятно, что кому война, кому мать родная, это не приходящее. Настоящий хозяин жизни в войнах это капитал, и капитал развязывает войны, это мы понимаем. Но при этом есть всякие другие моменты. Но я вот свидетель того, да, когда я там жил, что всякий раз, когда заходила идея, давайте разбомбим нахрен Иран, как мы разбомбили, да, реально предназначенный против Израиля, в принципе, в перспективе атомный реактор в Ираке в 1982 году, который построили французские и немецкие фирмы, который, значит, родился Саддам Хусейн, теряя иногда чувство реальности, что он сделает, будет махать ядерной бомбой на Израиль, у которого есть ядерное оружие. В общем-то, то это вот. Израиль это разбомбил, в один миг и все, да, было такое дело. И советский представитель в ООН за кулисами поздравил израильского представителя, сказал, да, допускать распространение ядерного оружия нельзя. А в отношении Ирана вообще совершенно все другое, другой контекст, все другое. Так, и когда раздавались эти голоса, сразу хор здравомыслящих людей, самых разных, раздавался, не надо творить это безумие. Что же изменилось? Ничего не изменилось, верно? Только больше обнаглел американский имперофашизм, с другой стороны стал слабее, чем он был в середине 30-х годов, потому что и Китай ему уже не по-детски противостоит, и Россия уже серьезная сила. И казалось бы, где же эти все здравомыслящие люди? У них сработал внутренний механизм, мы не можем бомбить Бней-Брак, давайте будем бомбить Иран. Такое мое мнение. Интересно, конечно, послушать отлично немножко от других мнений, вашу позицию. Тоже, я не говорю, что это в этом механизм присоединения. Вот с этого ракурса никто не освещает, да. Потому что с одной стороны мировой юдофобии, она в общем-то вечна и неистребима, как сказано в наших святых книгах. На Синае, где получили иудеи Тору, слово Синай напоминает древнееврейское слово Сина, ненависть. Там же появилась и ненависть к народу Торы, которая неприходящая, потому что идолопоклонники ненавидели народ Торы за то, что ценности полностью иные. А когда народы приняли авраамические религии, сформировалось амбивалентное отношение к иудеям и к закону Торы. Амбивалентность, она всегда может быть в такую сторону, может быть в такую. Вот. И как бы этот момент, он присутствует в мире. И, понятно, всегда найдутся силы, которые возбухают с юдофобской конспирологией, с одной стороны. И будут, соответственно, утверждать, что израильское государство, антииудейское, сионистское государство, где религиозных считают врагами народа. И чем больше национально-религиозные прутся показать, какие они патриоты, тем больше их считают врагами народа. И за них нету мира, и что угодно. Вот.
А с другой стороны, те, кто якобы сочувствует Израилю, это будут просионисты, а просионисты готовы говорить о чем угодно, кроме своей буквально такой звериной, а точнее сказать, вот собачьей, как злобной собаки, да, чем отличается волк от собаки? Волка ноги кормят, а у собаки есть хозяева, да, которые ее натравливают. И вот эта собачья ненависть к религиозным иудеям. И про это не будет освещать никто из так называемых израилюбов. Вот. У меня такое удачное сочетание, что я и по-русски говорю, в общем-то, хорошо, особенно после 16 лет после репатриации в Беларусь. И я, собственно, человек вот из этих самых егудим, собственно, ортодоксальных иудеев. И этот ракурс не очень хорошо виден. А с другой стороны, я, собственно говоря, и политолог, аналитик тоже, по образованию политолог. Я такие вещи могу засечь и сравнить. Куда делся хор здравомыслящих голосов, который был и 30 лет назад, и 25 лет назад, и даже 20 лет назад, которые говорили, не надо чипать Иран, не чипай лихо, хай будет тихо. И не будет никогда применения ядерного оружия по территории, называя как хочешь. Палестина, Эрец-Исраэль, Эрец-Акодыша, Дьяр-Мухаддаса. Не будет никакая мусульманская страна применять туда ядерное оружие. Стратегическое, которым пулять аж оттуда, да. Вот. И вдруг он исчез. Куда он делся? Куда он делся? Каков механизм? Почему он исчез у этих людей? Потому что для выросших поколений секуляристов Иран – это символ зла. И свой собачий импульс бомбить Бней-Брак они сублимировали в то, чтобы бомбить Иран и бомбить. Ну, добренько. Я считаю, что мы достаточно хорошо осветили. Подняли неожиданную Да. тему и по вопросам ваших подписчиков и тех, кто смотрит мои ролики, будем, возможно, какие-то темы освещать более подробно на эту тему. Если какие-то будут вопросы, мы в следующий раз соберемся, обсудим их. Ну а теперь до свидания, до новых встреч в нашем консервативном аналитическом клубе.